Я на друга посмотрю, другу улыбнусь, настроением своим теплым поделюсь. Положу ему в ладошку солнышко немножко. Здравствуйте, друзья! Теперь с таким солнечным настроением можно отправляться в путь. Для начала разомнемся, поотвечаем на вопросы. Какое время года идет перед весной? Зима. Какое время года наступит после осени? Зима. Сколько месяцев в весне? 3. Назовите, пожалуйста, второй весенний месяц. Апрель. Назовите последний осенний месяц. Ноябрь. Каким цветом разукрашивает осень листву на деревьях? Правильно, красным и желтым. Посчитаем количество карандашей. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Счет предметов, ребята, всегда начинается с числа 1, и при счете числа называются последовательно, без пропусков. Устанавливать количество предметов – это значит считать их. При счете нельзя считать предмет 2 раза. И считать нужно все предметы, не пропуская. Для успешного обучения математике важно научиться легко и быстро считать, умело оперировать числами в пределах 10 и 20. Тут нам пригодится знание о том, из каких компонентов состоит число. Рассмотрим состав чисел первого десятка. Например, зная, что 10 – это 1 и 9, можно найти значение 4 выражений. 1 плюс 9 равно 10. 9 плюс 1 равно 10. 10 минус 1 равно 9. 10 минус 9 равно единице. При вычислениях с двузначными числами нам тоже понадобится знать состав числа. Повторим, из каких однозначных чисел состоят числа второго десятка. 11 – это 2 и 9. 3 и 8. 4 и 7. 5 и 6. 12 – это 3 и 9. 4 и 8. 5 и 7. 6 и 6. 13 – это 4 и 9. 5 и 8. 6 и 7. 7 и 6. 14 – это 5 и 9. 6 и 8. 7 и 7. 15 – это 6
и 9, 7 и 8, 16 – это 7 и 9, 8 и 8, 17 – это 8 и 9, 18 – это 9 и 9. Потренируемся. Например, найдем значение выражения 12 минус 3. Зная, что 12 – это 9 и 3, мы быстро найдем ответ. 12 минус 3 равно 9. Сделаем вывод. Чтобы считать легко и быстро, нужно знать состав числа. Ребята, вставьте нужное число, чтобы запись стала верной. 9 плюс какое-то число равно 10. Правильно, вставляем число 1. 6 плюс какое-то число равно 9. Вставим число 3. 10 минус какое-то число равно 9. Вставим число 1. 9 минус какое-то число равно 4. Конечно, мы вставим число 5. Ребята, посмотрите на строчки и скажите, где числа расположены в порядке возрастания, то есть от самого маленького к большому. Первая строчка: 3, 5, 8, 9, 11, 13, 14, 18, 19. Вторая строчка: 3, 7, 4, 9, 12, 13, 16, 18, 20. И третья строчка: 19, 17, 14, 12, 11, 9, 8, 5, 3. Конечно, правильный ответ в первой строчке. Во второй строчке числа написаны в разброс, а в третьей строке они находятся в порядке уменьшения. Ребята, вы были молодцы. Теперь давайте мы с вами отдохнем и сделаем физкульт-минутку. Встаем. Чтобы ровной была спинка, очень нам нужна разминка. Ну-ка, встань, не зевай и за нами повторяй. Утром солнышко встает, теплый лучик детям шлет. Здравствуй, солнышко, привет, без тебя нам жизни нет. Землю солнышко пригрело, птичка радостно запела, зажурчали ручейки, зацвели вокруг цветы небывалой красоты. Молодцы, ребята! А сейчас давайте перейдем к практической работе. Сегодня я научу вас рисовать животных из цифр. Сегодня мы будем использовать 3 цифры. 0. Из него мы нарисуем мышку. Из однерки мы нарисуем птичку. И из двойки лебедя. Для этого нам понадобится лист бумаги и маркер или простой карандаш.
Для начала мы будем рисовать мышку. Нарисуем, ребята, 0. Теперь, ребята, нарисуем 2 круглых ушка. Нарисуем 2 круглых глазика. Нарисуем пузико нашей мышки. Треугольный носик. Щечки. И 2 зуба, которыми грызет мышка. Также нарисуем ей лапки. И хвостик. Мышку нарисовали. Теперь рисуем из единички. Из единички мы будем рисовать птичку. Единица – это будет клюв нашей птички. Дальше рисуем головку птички, хвостик. И тело. Крылышко. Глазик. Хохолок. И, конечно же, лапки. Теперь, ребята, рисуем двоечку. Из двоечки мы будем рисовать с вами лебедя. Обводим шейку, дорисовываем нижнюю часть, хвостик, клюв, глазик, крыло. Наш лебедь будет плыть по воде. Ребята, теперь возьмите цветные карандаши и раскрасьте наши картинки. Ребята, вот такой рисунок у нас с вами получился из 3 цифр. Я надеюсь, у вас тоже все получилось. А сейчас, ребята, нам нужно попрощаться до следующего урока. До свидания, хорошего вам настроения!